Друзья, всем привет! Что, родные, вырвался на рыбалочку. Такая серьезная рыбалка сегодня предстоит. Добрался до поселка Визендор, в Верховье Большой Визинги. В данный момент стою на трассе, в данный момент. Вот она протекает. Наконец-то выдались такие солнечные денечки. Сразу без замедления, ребят, на рыбалку. Одиночный сплав, не знаю, сколько дней буду плыть. Маршрут большой, расстояние приличное. Как получится, 2-3 дня, не знаю, посмотрим. Вот забросился сейчас в данный момент. Время около обеда. Сейчас буду стаскивать шмурдяк к реке, качаем лодочку, ну и отправляемся. Сегодня проплывем, наверное, около 7 часов, потому что приехал поздновато, машину никак не мог найти. Кстати, спасибо людям, кто меня забросил сюда. Все здорово, все классно. Ну, сейчас на трассе, ребят. Быстренько разгружаемся и таскаем вещи. Ну, вот так получилось по вещам, ребят. Удочка, спиннинг, ну, весла, 2 рюкзака, лодка. Палатку взял с собой, короче, спальный мешок. Ну, короче, вещей набрал. Там трасса, машинки катаются. Не знаю, где застанет ночь, так что взял с собой все. Палатку, спальный мешок, потому что мало ли придется ночевать. Изб я не знаю здесь. По карте смотрел, ну как будто бы непонятно. Чуть ниже я знаю, ну, много изб, а вот здесь в этот маршрут первый раз иду, как бы, ну, не знаю. Так что ночевать в любом случае в лесу придется, в тайге. Ну и в Верховье, ребят, первый раз буду брать этот маршрут. Сам немного нервничаю, потому что расстояние большое, приличное, связи никакой. Одна сторона, тут стартуем и все. Ладно, ребят, потихоньку стаскиваем все к реке. Ну и качаемся и не теряем времени. Ну что, так, берем рюкзачок один, рюкзачок второй. Сейчас то, что смогу, за 2 захода придется делать. Что-то оделся так потеплее. Надо скинуть курточку одну. И качаемся. Ветерок такой. Но дождя как будто дождя не показан. Это радует. Ладно, ребят, качаем лодку. Так, палатка сколько лет лежала новая, пару раз ходил только с ней, так все не использовал. Все, ребят, начинаем потихонечку привыкать. Ну, взял на всякий случай, что тайга. Так, вот это нам не нужно, мы их положим на самый низ. Так, как-то распакуем сейчас. Куртка сверху. Так, здесь что нам? Здесь у меня продукты, кухня, вещи. Здесь достанем, наверное, водичку сразу же. Достанем термос, кофе попьем. Заехал в магазин сейчас, в деревне там заезжали.
Выпечку купил деревенскую. Так, это мы положим сюда. Опа. Там нам не нужно. Так, ну с рюкзака достанем сейчас приманки, спиннинг. Взял удочку, ребят. Взял червей. Мало ли на перекатах будет хорюзок прыгать. Будем тоже пробовать рыбалить. Удочку сюда в бок положим. Вот так. Подсачник на всякий случай. Мало ли. Крупная щука. А мы не готовы. Ну, если за душечку попадется, уже трофейчик будет. С одним коленом, наверное, вполне хватит. Вот сюда. Ну и спиннинг. Это под сидушку. Достанем приманочки. Что, ребят, отчаливаем 12 дня, начало первого. Впереди около 40 километров, по моим расчетам. Крайняя точка, ребят, есть связь. Обзвонился сейчас близким. Сказал то, что я выплываю. Примерно буду находиться там-то, там-то. Потому что связи нету. Мало ли что-то произойдет. Ну, всякое бывает, правильно? Ну все, ребят. Ностальгия, как обычно. Пожелайте мне удачи. В бой. Погнали. Так, ну вроде ноги вроде чистые. Нормально. По камешкам тут ходил. Опа. И вот мы на воде. И вот мы на воде. Я не знаю, сейчас будем смотреть потом. Одевать. Замерзну, не замерзну. В Верховье Визинге первый раз здесь. В этом году прошел малую Визингу. И вот еще раз в Верховье. Но я осенью хотел этот маршрут пройти. В любом случае. Но так получилось, что у меня сейчас есть время небольшое. И погода встала хорошая. То будем пробовать. Все, прощаемся с трассой. Говорим поселку Визендор до свидания. Ну и в бой. Впереди новые места. Очень интересно. Не знаю, что за поворотом. Очень это я люблю. Вода вроде такая. Но тут Верховье. Не должна сильно мутно быть. Но большая. Явно большая. Ну, оттуда недалеко от моста вот уже рыбачки местные. Вот там походу сети, ребят. Ну, сейчас поинтересуемся, поспрашиваем, как вообще обстановка тут наверху. Потому что очень высоко, ребят, очень высоко забрался. Так сказать, рисканул, потому что мотора нету. Мог бы на моторе психануть, да поехать, а тут только весла и течение. Ладно, сейчас пройдем, проплывем. Да я только, бать, сел. Только сел, говорю. У вас как дела? Только расставляетесь? Так-то вообще рыбка поклевывает? Не знаю, я давно уже не ходил. Ага, понятно. Ну, понятно. Что понятно. Че, испьем кофейку, наверное, ребят, за прибытие. Ох ты, блин. Что-то клапан уже. Старенький термос, клапан уже что-то не держит. Вот так. Фух. Ну, ваше здоровье. Огонь.
Вот, заводюшки пошли. Ну тут недалеко еще от поселка. Тут, само собой, местные сети стоят. Тут ловить, скажем так, нечего. Потому что стоящую щуку, которую местные вышибают по-любому. Най, най. Ну, заводюшки красивые. Кстати, в этом году, ребят, с обилием дождей и холодов, мошки, комаров вообще минимум радует. Вот сейчас плыву вообще, солнышко, никого нет вообще. Проплываю еще, вот тропы видно. И палки от сетей стоят. Не так далеко еще и отплыл. Эти места мне не интересны. Надо доплыть до такого расстояния, что получается и с той стороны далеко, и с этой стороны далеко. Только на моторе. Вот там участки рыбные еще получается. Вот до них и надо добраться. Палки аж цветут, цвести начинают. Опять выпал на какие-то поля, березы красивые такие стоят. Здоровые березы. Красиво, да. Ну, радует. Погодка, солнышко так давно не было. Аж так греет, аж приятно, блин. Ну и день, ребята, день. Хотелось поутру выплыть, но не получилось у меня с машиной. Только вот к обеду я смог добраться. Но будем ждать вечера. Ну и хорошие места. Пока вообще, ребят, ни всплеска, ни тычка, ни подтычки, ничего такого не было. Не знаю. Ломанулся, конечно, этот маршрут взять в одного. Ну ничего, зато кайфану по-свойски. Опа. Опачки. Видно, яма большая. Ну как большая, небольшая, но для таких рек это уже яма. Так, что, попробуем джигануть. Что-то есть заряжено. Вот такого морковного поставим. Не буду перезаряжать. Так, чисто пробьем дно, посмотрим. Джиголовки уже все окислились. Ну-ка, туда к кустам. Интересно, фарватер реки такой узко слишком, вообще узко. Такая, как вообще, ну вообще лесная речка. И так течения особо нету, и прямая такая. Такие места пройду, я думаю, на веслах. Не знаю, вот сейчас шел примерно же такое же место. Ничего интересного. Никаких бровок. Так, немного травы, вот видно. Какие-то кусты склонены над рекой. Обкидывал. Ну, нет, поклевок. Будем склоняться, что было в этом году по сезону. Перекаты. До переката, после переката. Вот будем искать такие места, обкидывать. Охота найти хороший перекат. Я знаю, что где-то есть они здесь. Мне говорили. Возможно, хорюзок будет плескаться. Может, на удочку попробую что половить. Пока пройдем так. Пока не интересно, ребят, вообще. Что-то настроение опять у меня сгущается, падает. Главное, погода классная. И то хорошо. Попался первый пляжик. Ну как пляжик? Такая намытая коса. Где-то далеко гремит гром, вроде слышно.
Ну и бобры тут, ребят, ползают. Вообще бобров море. Вон. Сколько хат уже видел. Вон все следы все бобра. Выходит. Вон его косит. Блин, места такие проплыл, ребят. Ну, классные, вообще зачетные. Ну, тихо. Тихо по рыбе. Не знаю, что делать. Походу, надо экспериментировать начинать. Ставить вертуху. Вон классный перекатик. Травянистый. Тут как будто должен окунь быть. Что-то ни выхода, ни окуня, ничего нету вообще. Ну, согласен, этот перекат под водой. Он должен быть на поверхности. Вообще не радует пока ничего меня. Не радует меня. Вообще мощный перекат, ребятки. Блин, ну тут хоть и не плещется, но грех не попробовать. Вроде получилось стать и галька. Вон, смотрите, какая отличная. Харюс не крупный у нас тут. Но он все-таки есть. А поймать харюска это очень приятно. Сейчас вот по струйке попробую поводить. Может, что получится. Ух ты. Если удочки, ребят, смотрите. Удочки-то вообще шикарные. Что там зацепилось, что там? Куда-то надо встать. Встать куда-то надо. Нормально. Переката нету, блин. Заодно дела сделать. Все-таки уже сколько? Полу. Так, ну что, попробуем. Что у нас тут? Нет, не хотит. Не хотит, не плещется, ничего не хочет. Да. Ситуация не из простых. Покидал. Не хотит. Время у нас без 15:03. Пока вообще 0. Что-то надо думать, ребятки. Что-то надо думать. Поставил, ребят, вертушку 4 номера. Ну, все-таки охота щуку поймать. Ну и может окунь. Похожу вертухой пока попробуем. Белая вертушка, здоровая. О, белка, ребят, смотрите. Красавица. Фига она аж прыгает. О, смотрите, дали. На березу прыгнула. Фух, вон она. И сразу вот она прячется вот в крону, получается. Вон она, прыг. Вторая уже повалась. Вон она идет. Жмык. Тык. С таким шорохом, короче, он прыгает, ребят, смотрите. Со мной идет прям на пару. А, что, дальше пойдешь?
Вот это не могут. Все, остановилась. Испугалась. Ребят, смотрите, сразу поклевочка. За вертушечку-то. Что там, крупная, не крупная? А, там еще рогайка. Так возьмем. Ну вот. Может было сразу так делать. Еще рогаечка. На вертушку с переката. Вот только поставил, грубо говоря, и сразу поклевка. Может, надо было сразу, ребятки, ставить. Так что экспериментировать все равно надо. Щука холодная такая. Ну, хоть запах щуки почувствовал. И то вперед. Да. Да. С перекатика взяла. Интересно. Ну, тогда попробуем, порыбалим, не знаю. Походим на вертушечку. Если еще поклевка будет, то будем экспериментировать по вертушкам. Сразу же, видали, ребятки, как бывает. А тут проплыл, такие места хорошие, и ноль эмоций. Столько белок, вообще ужас. Прыгают и прыгают. Вон еще одна где-то там с таким звоном они прыгают, кстати, интересно. Там, кстати, остров, если не затоплен, то можно встать будет на него, попробовать удочку покидать. Что-то кушать захотелось. Чайку надо хапануть, наверное. Да, ребятки, остановился, подкачал лодку немножко, подспустила. Поспускает у меня латочка. Надо переклеить. Что-то тут сморщинилось. Плохо. Решил чайку, ребят, попить, короче. Перекусить, так скажем. Рыбалка не радует. Вообще. Не знаю. Пока остановлюсь на вертушке. Думаю. Места хорошие, вода большая. Все равно спровоцировал же, правильно? Так что можно что-то разловить. Ну все, захожу в тайгу уже. Все, уже красота. Ну, рыбалки еще много. Да, ночлега еще есть время. Так что подумаем, посмотрим. Смотрите, ребят, какая рябинка. Да, в этом году уродилась. Красавица. Ну, хоть птица что будет поесть. Бывали года, что не было. Рябчики, да не рябчики, все равно поклюют. Погода шикарная. Тихо. Тишина. О, утки взлетают периодически. Еще бы рыба, ребят, клевала, вообще бы здорово было. Да, вот всегда вот такая хрень какая-то. Ветер, там что-то, дождь, рыба клюет. Погода хорошая, рыба не берет. Не бывает так, что вообще по кайфу было все. Не, бывает, конечно. Но этот сезон вообще просто поражает просто. Да, многих поражает. Комментарии тоже пишут. Относительно у всех такая ситуация. Да, где-то ловят, а где ее море. А где вот штучная рыба, трудовая, тяжело, конечно, что-то добыть. Интересное такое. Надо уже куда-то ехать, куда-то забираться, куда-то, не знаю. Ох. Ладно, что. Выбора у нас нету. На мотор мы встать не можем. Развернуться мы не можем. У нас только один вариант.
Путь до места высадки. А я даже не знаю, где она. Какой завальчик интересный. Ну, вроде проходимый. Пройду, тут ничего страшного. Чего, тут щучки нету, как думаешь? Андрюха, как думаешь, щучка тут есть? Просто не перекат, а прелесть, ребятушки, смотрите. Какой перекатище красивый. Харюс не плещется. Не плещется харюзина. Че, братцы, плыву потихонечку, плыву. Солнышко, в принципе, еще не так уж низко, но уже дело к осени. Темнеет быстро. Ищу вот места, вот подход какой-нибудь. Но опять же, вышел на какое-то поле. На поля какие-то вышел. Вот выхожу с тайги, вон видно. Но мест нету, выхода, мест вообще. Крутой берег, пологий. Вот какой-то пляжик. Сейчас, в принципе, можно вылезти, посмотреть обстановочку. Но здесь точно ночевать не буду, потому что дров ничего нету. Сейчас просто выйдем, немножко перекурим, подкачаю лодку. Зараза спускает, надо ладочкой срочно заняться. Он спускает сидушка, потом проваливается, короче. Ну вот пляжей вообще не видать. Все залито. Опа! Степа! Сейчас подкачаемся. И надо уже место искать. К ночлегу, наверное. Потому что я конкретно не знаю где, что. Перекат какой-то впереди. А время у нас идет. Комарики на воздушном шарике. Подымем себе настроение, братишки, шоколадочкой. Говорят, шоколад поднимает настроение. Ну, еще полезно для мозга. С кофейком сейчас. Блин, что-то воды так много в лодке. После бродней. С кофеечком сейчас чуть-чуть бахнул. Тихо, стоять, Казбек. Стоять, Казбек, не падать. Тут, ребят, должно все быть открыто. Вот тогда будет рыбалка. А пока я чиферочек заварю. Та-та-та-та. До звонка. Так, ладно. Пойдем посмотрим. Так, лодка не уплывет, я надеюсь. Что мы имеем? Вот это трава, блин. Вот это травушка-муравушка. Опять нарвался на злой перекат. Такой здоровый, протяженный.
Вообще здоровый. Ну не плещется рыба, не плещется. Где вот харизок? Здесь знаю, что есть хариз. Ну там не крупный, жиганы, но и попадается тоже. Не плещется рыба вообще. Ладно, пока перекатисто несет, скорость есть. Солнышко садится, красота. Греет спину напоследок. Надо заходить, ребят, уже все. 100% надо заходить. Вот это, ребят, смотрите, вообще бомба. Просто бомба. Вообще, вот если бы дождь бы был, просто смотрите, ребят, целый дом. Вау, вообще красота и бобр тут. Смотрите, ребятки. Вот это бомба. Вот это ништяк. Классно вообще. Просто домик такой. Навес. Здесь проканулся на лодке. И сиди себе. Вообще, ребят, это болото заплыл, блин. Ё-моё, блин. Надо было оставаться, блин. Все равно бы что-нибудь придумал. А тут и с той стороны, и с этой стороны. Чупыжник такой. Ой, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ладно, на весах постоим немножко. Может, куда я приплыл? А нет, вон, бор начинается опять. Но опять подъем такой крутой. Посмотрим. Что, друзья, мне или кажется, или тропа вообще какая-то, или бобриная, или человеческая, вообще непонятно. Такая набитая, хорошо. Сейчас быстро схожу, посмотрю. Что да как, обстановочку гляну. Что, разгружаемся тогда? Настя, здрасте. Опа. Тормоз, штатив. Сумка раз. Что, друзья, лодку помыл немного так. То, что вылазил постоянно, место искал, песка нанес. Так, сполоснул немного, на кусты закинул ее, спиннинг там все достал. Там возле берега оставил. Тут вещи поднял, чтобы по тросы не намокли. Ну, сейчас коры надо надыбать быстренько. Дровишек, сварганим костерочек. Где-то вот тут, наверное. Или на том месте. А палатку можно вот здесь поставить. В принципе, ровно. Можно поставить. Да хотя хрен знает. Я думал, мало ли, может, где-то в траве буду. Тогда еще. А тут ни ветра, вон, ничего. Красиво, все хорошо. Ну, сейчас, ребятки, давайте. Время 6:30. Надо будет конетелиться. Чтобы с фонариком меньше бегать. Костерочек сейчас заварганим.
Вот эти свеча садовая, ребят. Все предназначено для декоративного освещения. Короче, такая штука есть. Это славяна, подгончики. И вот еще мухаяр, дымовая шашка. Что-то положил так. Скоро сезон закончится. А пускай в рюкзаке лежит. А приготовить поесть. Чай вскипятить, попить и термос заправить надо будет. Ну еще прогуляемся, может грибы посмотрим, пока есть времечко. О, взяли. Погнали. Вот так вот клево. Вот так пойдет. Вот так пополам сделаем. А то вперед. Сухая вообще капитально. Что-то сырое надо надыбать. Подкладывать. Сырую надо рубануть. Сухая она сгорит моментально. Сырая долго будет. Сейчас опять будут ругаться. Вот, деревья рубишь. Ребятки, ну а как быть-то потом? В тайге законы по-другому. Чуть-чуть. Тем более зарастает у нас берега. Капитально, блин. Ножичек надо подправить уже. Ножичек надо подправить. Вот так вот. Хорошо, что под низ одел эту штуку. Так бы сейчас то жарко бы было. Опа. Опа. Вот так. Так, ну что у нас по кухоньке? Ребятки мои. Я хлеб покупал. Хлеб забыл. В деревню покупал, заезжал. Вон будем. Чай будем без сахара пить, шоколадочкой. Нормально. Маслецо. Здесь, ребят, специи. Соль, сахар, мука, чеснок, лук, короче. Ну, это у меня набор. По видосам всем знаете, что люблю я конетелить. А здесь, ребят, смотрите, набор. Помидорки, морковочка, огурчик, лучок, картошечка, ребятки, смотрите. Это все свое. Это мамке спасибо. Елена Сергеевна, все в ход идет. Все то, что вырастили сами. Все не пропадает. Все идет. Кушаем, питаемся. Так, я чаечек хотел достать. Походный котелок тут есть. Сковородка у меня есть здесь. Короче, все у меня тут. Вот такой. С банки. Я еще не знаю, когда его делал. До сих пор живет. Деньги позволяют. Да вот не могу я привыкнуть. Привык и все. Зачем мне менять? Все работает дело. Пойдем за водичкой, братцы. Так, сковородочка где-то, братья мои, есть. Сковородочка, сковородочка. Что, на рагу сделаем овощное, пожарим.
дома был, все помыл, плиту, кан все вымыл хорошенько. Так, газ есть. Там еще один баллон есть, надо прикупить будет. Это как столик делаю. Здесь у меня походная дощечка есть, полотенышко есть, ручки вытереть. Маслица нальем. Сейчас как раз будет готовый чай. Масла побольше. Так, немного если сделаем. А завтра можно салатик сделать. Пару картошин замутим сейчас. Почистим. Он мытый. Мамка помыла. Ну, свежая картошка этого года наша. Сковородочка пускай накаливается. По уровню поставим вот так. Покрупнее, ребятки, нарежем. Лучок. Это, правда, помялся. Это мы удалим, наверное, такой уже неважный. А это можно порезать. Это конкретно витамины, ребятушки. Комары жрут. Может этот мухояра забодяжить. Ну вот так, ребятки. Лучка туда. Что мы еще имеем? Морковочки, да, наверное, забубеним средненькую какую-то, маленькую. О, какая. А все мыто. Можно не конетелиться. Я знаю, писать начну там, о, Андрюха не помыл, там еще туда-сюда. Морковочки забабажим. Такой. Все свежее, все с огородика, все свое. Красиво, вкусно и полезно. Есть такой кусочек мяса, ребятушки, хорошенький. Хорошее филе. Сейчас мы тоже все это дело порежем. Кубиками, брусочками. Кому как удобно. И пожарим мясо. С этим делом все. И отведаем. Мужик должен питаться хорошо. Давайте туда мясо. Сразу же, не отходя от кассы. Да. Ножик надо уже подправить. Последний раз я его, конечно... я понял, где я его задел. Так, пакетик соберем это все. Конечно, можно было оставить животным. Кто-то придет. А что-то я не люблю сорить. Все это потом. И заправим все, ребят, это потом помидорками в конце. Помидорки нарезал. Ну все это, мало ли. Так, по специям, что по специям? По специям. Чеснок сушеный пойдет.
Немножко для вкуса. Перец черный, горошковый отставить. Приправа к рыбе, укроп сушеный. Тоже в тему. Босяцкая кухня, братья. Вот так. Все, я больше ничего не буду делать. Посолим только. Выглядит, ребята, аппетитно. Я думаю, тоже будет вкусно. Что за у нас там мураяр? Мухаяр. Работает, нет? Рядышком. Что, я так понял, просто поджигать его надо. Сейчас мы испытаем, что за кипиш такой. Угу. Ну, это на зимовье вот хорошо, наверное, да? Использовать от всяких там мухаяр. Ребят, запах балденный. Балдеженько. Все прогорело. Куча золы, короче. Ну это я хрен знает, куда ее использовать. Сюда тоже положу, чтобы бутылку где-то там еще потом соберем. Грибочков бы еще, ну там уже лишка бы была. Попробуем, ребят, что у нас получается. Ну запах вообще мощный идет. Так сделан для одного. Свининка. Огонь, ребят. Все свеженькое. С огорода. Вообще ништяк. И чесночок, ребят, чувствуется. Немного досолить только надо и все. Ой, чувачек поспевает. Ох ты. Сюда его в сторонку. Сначала заварного. Ребят, попьем. Заварного захотелось. Опа. Покрепче чуть-чуть. Опа. А потом будем смородинку с фруктовым пить. Пускай настаивается.
Что, ребят, не прошло. В лесу, правда, темновато, наверное, уже на камеру. Прошло 15 минут. Рагу такое овощное, мясное овощное. Со свининки. Ну, хлебчик, конечно, само собой. Ну и чаечек. Всем приятного аппетита, ребят. Я поужинаю, просто горячего, охота. Целый день не ел ничего. 2 пирожка там съел что-то. Ну, короче, как-то так. Так что давайте со мной вместе за компашку. А потом посидим, байки потравим что-то. Спать-то рано еще, скажем. Да и спать, наверное, неохота. На самом деле, ребят, вкусно получилось. Очень вкусно. Попробуйте. Блин, реально огонь. Все в тему. Нотки такие классные. Ну и все свежее. Самое главное. Чаечек готов. Чаечек, ребятки, чаечек. Вот костерочек подправил, ребят. Нормально. Вот эти жерди сейчас будут прогорать. Сухие, сырые. Там еще 2 березы притараканил рядом. Потом притащу, чтобы так чисто тлело. Так, чисто дымочек, да, я не знаю. Все-таки в тайге нахожусь. Далековато от цивилизации. Ну как от далековато? От деревни получается здесь. Ну, деревню цивилизацией не назовешь, что там, волки. Волки пешком ходят. Кстати, ребят, по поводу видоса на моем канале, помните, ребят, то, что я там от волков бегал, многие смеялись, там многие что советовали. И в плане медведей, Санька Устаев, привет тебе, здоровый. То, что по Печоре пешком ходят тоже. Не было, ребят, у нас случая такого, то, что волк напал на человека. Хотя в прошлом году, прошлой зимой, получается, ну этой зимой, у моих родителей собаку утащили. Собак вообще много утащили. Охотники пешком ходят, собак не берут, потому что невозможно. А стрелять не разрешают. Так вот, ребят, о чем хочу поговорить. Большое мое соболезнование родителям. У нас в Коме, ребят, буквально неделю назад волк порвал ребенка насмерть. Ну, загрыз, короче. Девочке 14 лет. Пошла в магазин. Ну, еще магазин не закрыт был, получается. Ударский район, Удара вроде, как будто бы, я уже точно не помню. Коми у нас большое, деревень очень много. Помимо городов, очень много деревень, сел, поселков, вот как в данный момент. О чем тут говорить в тайге? Тут уже возле дома ребенка загрызли. Ребенка, представляете? Я такого не помню, и взрослые такого не помню, что вот волк накинулся. Вот, ребят, свершилось. Сука, свершилось, блядь. Ребенку 14 лет, девочке, блядь, еще не пожила даже толком. Пошла в магазин за шоколадкой. Потом отец чухнул вроде как. Пошел через час и нашли в канаве, ребят, представляете? Вообще страшное дело, блядь. В поселке, грубо говоря, в деревне. Загрыз волчара, блядь. Многие путали там что-то с медведем. Ну, вроде как волк. Что за хрень? О, что за беда, блин. Не знаю, вот сейчас вот власти начнутся браться за голову туда-сюда. А так бегали, да, собак давили. Так что большое мое соболезнование, конечно, родителям. Жалко мне девочку, очень сильно жалко. Я понимаю, там охотников в тайге, вот как меня, допустим, да, вот сижу тут, мясо жарю, волки напали. Другой разговор, грубо говоря. Ты к ним в гости пришел, а не они к тебе. А тут они к тебе в гости пришли. И ребенка, девочку маленькую порвали. Порвал вроде как один волк. Нет слов, ребятки, нет. Фонарик достать уже. Сейчас одну батарейку, ребят, переворачиваю всегда. Потому что сколько раз я
попадал. Фонарь достаешь, он еле-еле светит. О, огонь. Так, что, Чайковского спьем, наверное, да, ребятки? Кружечку с термоса достанем. Чаечек, чефирочек. Ох ты, огонь. Что, ребятушки, налил кофеечек. 10 час времени, все стемнело полностью. Ну, буквально до 3, наверное. 10, 11, 12, час, 2, 3, 5 часов где-то. 5 часов в темноте придется посидеть. Может, киморну, не знаю. Палатку лень мне что-то расстегивать. Так-то спальник взял. Можно было поспать хотя бы немножко. Не знаю, посидим. Посижу возле костра, отдохну, подумаю, короче, о жизни. Кстати, ребят, кое-как тут нашел связь в одном месте. Значит, недалеко от трассы, недалеко от деревни Кебра, получается. Или поселок Кебра, не помню. У отца 100 тысяч подписчиков. Как раз на глазах, вот пока разговаривали с ним 3 минуты, вот у него было 991. И, короче, вот 100 тысяч. Все, батю поздравляю, батя, поздравляю тебя со 100 тысячами. Ну и пацаны, кто переписался от меня, получается. Спасибо вам, ребят, огромное. Молодцы, поддержали. Сейчас будем ждать серебряную кнопочку. Ну и потом, ребят, съезжу к нему, снимем обзорчик. Молодец. Как мне не изменяет память, это у нас 2-я кнопка. Ну, будет, наверное. Как бы 1 кнопка есть уже. Может я ошибаюсь, но это будет 2-я в Республике Коми, получается. Так что, бать, красавчик, так держи. Вот, ребятки, 10 часов. Сижу тут на обрыве. Как раз склон. И вот бобры вышли на охоту. Сейчас одного спугнул, прям тут. Козлина, блин, подплыл. Как дал хвостом, блин. Я же испугался, блин. Костерок такой запалил нормальный. Тепло. Хорошо. Вот 10 часов, ребятки. Вышли они. Вот. А так днем их не увидишь. Ну вот завтра утром поутру встану рано. Поплыву. Вот еще можно будет наблюдать. А так тоже бывает, плывешь с плавом, считай, тишина, ничего не шумит. В упор подпускает. А там не утка. Там хвостом он дает так, что, у меня, кстати, где-то видос на канале был. Тоже в упор подплыл. Как дал он, меня аж забрызгало все, испугался я очень сильно. Хвостом прям тут сейчас дал, где-то тут шурудит. Тут ходов очень много бобра. Не знаю, сейчас почему-то охотники перестали стрелять. Хотя нормально, если приготовить, по-моему, очень вкусно. Короче, а бобра много стало. Че, ребятки, лежу, прилег, постелил, короче, этот дождевик у меня такой мощный, из брезентовский дорожный. Спальный мешок под голову положил. Лень палатку мне заморачиваться. Тем более костер, наверное, постоянно будет ворошить. А это вставать с палатки или с спального мешка вылазить также. Короче, прилег, отдыхаю. Костерочек горит, нормально все. Смотрю на небо, ребятки, звезды вышли. Столько звезд. Лето заканчивается. Лежу, думаю, короче. Люблю вот так вообще возле костра. Тишина. Каждый шорох слышно. Костер, лежишь, думаешь, вот так сидишь. Чаек попиваешь, короче. Канитель лежишь свою туда-сюда. Как, что дальше? Что почем, какие цены. Вот так, ребятки.
люблю вот одиночные походы вот именно вот из-за вот этой процедуры вообще. Иной раз, когда вот долго не ходишь, вот прям, мне прям как будто надо тупо вот этот момент. Неважно там. Ну и главное, чтобы один был. Вообще вот эту процедуру я просто обожаю. Все, домой приезжаешь, все грамотно развесил, там, что почем, по работе там процесс, какие-то там бытовуха, там туда-сюда. Короче, вообще мне вот это помогает. Не знаю как кому, но вот мне лично вот это разгружает вообще конкретно. Я вот просто вот, не знаю, я бы все отдал, вот, кроме вот того, что вот мне вот это надо, короче. Батарейка села, по рубам что-то там троит, короче. Не знаю, может, кимарну, может, полчасика. Кстати, ребят, давно хотел подытожить. Ну как, подвести вот этот диалог там, потому что часто в комментариях задают вопросы. Я уже устал отвечать, как бы. Андрюха, ты что, развелся там туда-сюда? Да, ребят, сейчас скажу вам напрямую, чтобы не было там никаких там вопросов. Да, было дело, ребят, я развелся, да, сейчас в данный момент я живу один, ну, снимаю как бы квартиру. Живу один, да, развелись, короче. Ну, это, ребята, я не хочу этот вопрос ворошить. Это суббога личное, там, как бы, знаете, там, туда-сюда, не хочу это поднимать. А так, все нормально. Был тяжелый период, ну, переломный, потому что, ну, я своеобразный человек, как бы скажу сразу, ну, и как, единолюб, можно так сказать, знаете. Вот. Да, было дело, ну, уже прошло нормальное количество времени, так что уже нормально я себя чувствую. Многие замечают, Андрюх, ты что-то изменился там туда. Да, ребят, кипиш был небольшой, ну все, я как бы переосмыслил, перехавал все это дело, как бы, и все, начинаем жить заново, с чистого листа. Так что все нормально, ребят. Не думайте, то, что там жалеть там мне не надо. Нормально все. Так что, девушки, айда, погнали Вася. Дрюня свободный парень, холостяк. Пишите комментарии. Ладно, ребят, я кимарну немного, наверное. Уже включаться смысла нету, темно, наверное, не видать. Бобер надоел, блин, пугает меня. То ли выгоняет меня специально, то ли что. Я что-то встану, там дрова подложу, тут уже 20 метров недалеко от меня прыгает, зараза. Они спокойно выходят на берег, они поднимаются даже в лес, получается, с обрыва. Вот такие тропы у них ходят. Я как-то видел этот момент. Вообще, они бегают еще, кстати, похуже там всякие там лошади, я вам скажу, вообще. Бегают вообще от души. Прыгают они с обрыва вообще, айда, там 3 метра он летит, пофигу ему. Картина такая смешная. Кстати, был момент, река Поинга. Я еще был пацанком. Ну, я с пацанских лет, ребят, брожу вот по тайге, по лесам. Ну, нравится, что, привык. С детства полюбил это мероприятие. И это как иду, получается. Трава чаще такая, речка лесная тоже. И хрип, получается, стоит. Ну, получилось так, наверное, то, что, может, компания бобров была, ну, так будем называть. Банда бобров. Кто-то, походу, угрыз. Осина здоровая такая, ну, так, может, в обхват. Походу, один догрыз ее, и она упала и на другого бобра, короче, хребет ему переломило, и он живой хрипит, и бедолага весь. Я не знаю, что делать. Сначала боялся подойти, думаю, что за хрип такой страшный. Но все-таки у меня любопытство со мной переиграло, я пошел, посмотрел, как бы, бобра. Но я ничего не смог сделать, как, конечно. Надо было добить, наверное, я так думаю. Но я стоял так. Бывают такие моменты, то, что они вот грызут тоже деревья и немного не догрызают. И ветер шквальный как бы поднимается и потом качает и ломает. Может, так и завалило его еще. Так что, короче, вот такие пироги с бобрами. А пироги с бобрами, кстати, вкусные, ребят. Ну что, доброе утро, ребятушки. Время 3 утра. Так, что-то кимарил.
15 минут покемаришь, просыпаешься, костер потухает, замерзаешь, короче. Станешь что-то, костер пошурудишь. Ну, хвосты эти, сушина, она быстро прогорала. Вот то, что заготавливали длинные. Вот, а что осталось, получается. Ну, костер был большой, больше метра. Так что, может, в общей силе часик, может, полтора поспал. Ну, и то нормально. Так, ну что, рассветает. Второй день моего пробега. Вода вроде немного упала. Сейчас ходил туда в кусты. Там рыбка плещется. Окунь гонял. Пошел сразу, закинул. Кушка одного поймал небольшого, отпустил. Второй заброс. Зацепил, короче, удочку, порвал, блин. А я уже не стал там потом на лодке подплывать. Все равно. Если будет что-то, то у меня есть запасные поплавки. Я могу перевязаться. Сделать недолго, скажем. Так, ну что, сейчас пьем чай. Заправляем термос. Собираемся. Солнышко будет вставать, наверное, с утра. Ну, сегодня пасмурно. Ну, тепло, как обещали. Без дождя. Чай пьем, заправляемся. Ну и собираемся. И будем выдвигаться. Так, ну, котелочек поставил для термоса. Сейчас кипятим. Плиточку можно убрать уже. Хорошая вещь. Очень мне нравится. В походах вообще классно. Незаменимо. Хоть в лодке, хоть где. Можно готовить. Очень удобно. Давно себе хотел. Вот взял. Что зимой конетелился. Специально сумочка у меня. Вот все это дело. Так. Это нам больше не понадобится. Это сюда. Продукты сюда. Ложку, полотенышко. Так, утрем. Походную, потом стирочку. Специально маленький купил. Сюда. Потихоньку собираемся, ребят. Опять качаем лодку. Не выдерживает лодочка. Ну что, она уже отходила в свое время. Само собой. Ну что, второй день экспедиции объявляю открытым. Моем сапоги. Протектор хорошо, чтобы не было песка. Туманчик, прохладно. Но неужели щука не питается вообще? Все равно какой-то момент же есть у нее. Хоть может пару часов. Какой-то там, я не знаю, период должен же быть выхода щуки. Без разницы какая вода, я так думаю. Но если, допустим, я вчера выпал с обеда и целый день и вечера не было выхода, то, ну, может, утром сегодня будет. Места просто, ребят, реально бомбовские. Места бомбовские вообще. Да я и знаю, что тут щука есть. Я с дуру сюда почему ломанулся? Потому что я знаю, что здесь можно поймать, отловиться. А тут в данный момент ни хрена, блин. Ни окуня, никого, блин. Ну, буду пока пробовать на вертушку, так как вчера показала на нее рыбку.
Будем смотреть ее. Места реально зачетные, блин. Сейчас солнышко выйдет, потеплее будет. Так, ребятки, ну наконец-то взял. Непонятно, крупная, крупная. Вроде не крупная. Такая. А тоже мелкая, блин. Мелкая щучка. С-под коряшки вылетел. Заглотила, правда, зараза. Какая-то коцаная. Битая собака. Че мы там тебе достанем, нет? Как-нибудь. В жабры, что ли, все зашло? Ё-моё. Щипцов-то еще нету. Щипцов-то нету. Блин, жабры порвал. Щура-гейка. В корягах жила. Получится как-то нет ее достать-то, блин. Там вроде как будто нормально, не сильно. Сейчас попробуем. Вроде нормальная кровь. Чуть-чуть пошла вроде. Ничего страшного, там чуть-чуть краешек зацепил. Заживет до свадьбы. У подружки. Кинул сходу, взяла сразу с этого. С баланов этих. Ну как-то так хотя бы. Хоть такие бы дергали, и то меня радовало бы. Вообще же нет поклевок, просто нету. Ну, маленькая щука. Хотя бы грамм 700 можно было брать уже хотя бы так. Ну что такое без клёви, хрен с ним. Ну то, что так, это уже не дело, блин, конечно. Щука-то есть, где-то же есть она. Все равно, как ни крути. Жадно хапнула сходу. Заглот. Не знаю, посмотрим, может сегодня что-нибудь расклеваем. Чуть-чуть. Вон, ребят, бобриный автограф. Вот свежий, вот буквально сегодняшний. О, иди сюда. Зацепить не могу. Вот смотрите, ребят, что делает. Кору снял. Он с одного присеста хрящ. И все. Постоянно, ребят, надо оглядываться. Перекат на перекате. На корягу напоришься, все, считай, хана. Пиши, пропало. Че, фартанет нам удачки, нет? За наши труды такие тяжелые. Этот дубин, ребятки, я просто окоченел. Вообще не знаю, сколько градусов, но холодно вообще. Проплыл нормально, в порядка 2-3 километров, наверное. Все по старой схеме. Не знаю. Такое ощущение, блин, как будто рыбы нету. Но она есть, я знаю, что она есть. Но почему? Вот кинул же под нос щуки, получается. Взяла сразу. Причем жадно. Сразу же, моментально. Конкретно под коряшку. Ну, каждый спиннингист, я думаю, бы туда забросил, потому что, ну, это
конкретное логово щуки. Соответственно, и плыву, вот так и обкидываю. Куда-нибудь под травушку, там, под лопушок, под коряшку, там, ну, я не знаю. Щука же должна стоять, получается. А не знаю, уже сижу тут, доводы делаю. Замерз конкретно. Надо тормознуть, попить чаю, наверное. Потому что очень сильно замерз, ноги замерзли. У меня, в принципе, есть сапожки. ПВХ-хи. От вездехода. Я брал с собой. Знал, что утро будет холодное. Что-то вот не одел, блин. Я еще вчера ноги сырые были. Очередной завал. Такой конкретный причем. Ну, вроде как будто проходимый. Проходимый, да. Немножко как раз осталось. Если вода бы поменьше была, то уже все. То уже не пройти его. Замерзли. Вот это, ребят, дубак. Я не знаю, сколько градусов. Ну, конкретно дубак вообще. Опа. Просто не хочу заболеть. Как будто бы и не надо. А ноги сырые из-за этого. Так, а у меня есть носки вроде запасные. Да. Есть теплые запасные носки. В тайгу брать надо, ребят, с собой всегда. Запасное все. Вон ноги старые, белые. Из-за этого ноги замерзли. Здесь чулком. Все как полагается. Чулочек такой. Опа. Ну вот, спасибо. Островок. Жить заново захотелось. А мы пробираемся, ребятки, дальше. Мучаем судьбу свою бесклевую. Ну и балдеем от природы, конечно. Ну, сапожки, конечно, выручили. Так бы сейчас вообще... Я говорю просто, ребят, как начало меня колотить. Я просто замерз вообще страшно. Места вообще классные, конечно. Места вообще бомбовские. Но почему-то нет рыбалки. Нет рыбалки. Прокидывают каждые такие закусочки, закоречки. Так вот и несет, блин, еще. Опа. Просто она должна там стоять, просто как ни крути, она должна там стоять. А ее там нет. Но перекаты тут, конечно, вообще мощные. Перекатов много. Через поворот перекат. Может из-за этого щука не стоит. Да как? Хрен знает. Я уже не знаю, что думать. Что гадать. О чем думать. Где пробовать. Не знаю, короче, ребятки. Тормознул, ребят, перекурить. Комары жрут лицо, руки заняты. В обхапку взял, короче, лодку. Туда удочки, подсачник, весла. Вот так 2 рюкзака повесил на одну лямку. Одна не застегивается. Плечо давит. Конкретно, я только с реки поднялся.
Фух. Камыши жрут, руки заняты, лоб весь покусали. Ну, короче, что, ребят, в целом разведочка понравилась. Посмотрел, узнал. Этот маршрут не ходил, а сплавы я очень люблю. По осени этот сплав пройду по-любому. Пару раз, наверное, даже. Ну, будем ждать изменения погоды и упад воды как минимум на 1-1,5 метра. Потому что, ну, делать нечего реально. А так, ребят, счастья, здоровья, любви. Любите, отдыхайте на природе. И пускай вам повезет больше, чем мне. Это лето просто надоело. Впереди выходы за грибами, ребят, с рыбалкой пока тормознем, потому что, ну, реально это беспонтово. Все, Дрюня на связи, ребят. Всем мира, всем пока. Помощь утопающим, ребят. Кто же, если не Илюша? За мной. Ну все, ребятки, домой.